С 27 по 30 сентября 2021 года делегация Башкортостана во главе с Радим Хабировым работала с официальным визитом в Казахстане. Результаты поездки и череды встреч главы Башкортостана и правительства с представителями правительства Казахстана несколько крупных проектов по сотрудничеству. Это открытие в Казахстане отделения Конгресс-бюро Башкортостана. Нужно это для упрощения взаимодействия бизнеса. Создание рабочей группы, которая на первых порах будет сопровождать интеграционные процессы. Сегодня Казахстан – главный торгово-экономический партнер Башкортостана на пространстве СНГ, и в дальнейших планах только укрепление этих связей. В праздник День Республики Башкортостан гости из Казахстана в Уфе с ответным визитом. Делегация приняла участие в традиционных торжественных мероприятиях. Возложили цветы к памятникам поэту и общественному деятелю Шейхзаде Бабичу и национальному герою башкирского народа Салавату Юлаеву. После культурной части праздника – деловая. Чтобы познакомиться с системой работы разных отраслей Башкортостана, гостей из Казахстана пригласили в эпицентр всех процессов региона – Центр управления республикой. Когда возникло ощущение, что не хватает информации для наших граждан, Рахилович поручил и создали колл-центр, который отвечает только на проблемы, связанные с здравоохранением. У нас сначала было 100. Представляете, какой вал звонков был? Что 100 человек еле справлялись с валом. Потому что, получить результаты... в любом случае звонили, там непонятно куда, что, как анализы. Колл-центр, да? Единый? Да, такой колл-центр создали, и вот потом он все переехал. Сегодня сколько? Вот сегодня у нас более 220 тысяч обращений. А сколько сотрудников работает? У нас в смену работает 5 сотрудников. Сейчас они опять. То есть здесь уже мы справляемся. Колл-центр работает с 8 до 8, работал все время с 8 до 8. И в то время, когда была суперактивная фаза, здесь все время были медики. Сейчас медик один обязательно есть. Это очень сильно помогает. Если позволите, пойдем дальше. Приглашаем вас, это корпорация развития. Будьте добры. Два института развития находятся в этом здании. И здесь мы формируем инвестиционные площадки по всей республике и снимаем их в формате 360, чтобы на удаленке было удобно работать с площадкой. Также у нас существует отдел по финансово-экономический отдел, который отвечает за написание бизнес-планов, технико-экономических обоснований. То есть полный спектр услуг оказываем. Также в управлении корпорации развития у нас особая экономическая зона Алга. Вот мы при посещении Казахстана познакомились с вашей специальной экономической зоной. Очень много схожих моментов, очень много интересного почерпнули, там, где нам можно будет развиваться. И также у нас в управлении индустриальные парки, сеть индустриальных парков в республике, которые созданы для развития бизнеса. А сколько парков? 13 парков, 13 индустриальных парков, одна особая экономическая зона, она в прошлом году только был присвоен статус, она молодая достаточно. Но сейчас Рафик Фаридович нам поставил задачу при определенном наполнении уже идти к расширению этой зоны. Кластер беспилотной авиации. Буквально 1,5 месяца назад мы с 6 крупными компаниями подписали соглашение о том, что будем это направление в республике развивать. Дальше мы будем здесь создавать испытательный центр, испытательный полигон. Это должно стать центром привлечения всех компаний, работающих в сфере беспилотной авиации, поскольку для того, чтобы выпускать беспилотники в гражданский оборот, их нужно сначала испытывать. И мы хотим сделать большой испытательный полигон. Еще одно большое направление мы делаем. Это проект называется «Лучший город для жизни». Мы, анализируем Уфу и соседние крупные города, анализируем, почему люди куда переезжают, какие есть преимущества. И сейчас хотим совместно с башкирскими застройщиками сделать целую программу, которая будет называться «Переезжай в Уфу». Эти проекты мы тоже можем поделиться. Вот такие у нас интересные направления. Интересно, спасибо. Может, переедем? Мы находимся сейчас... Здравствуйте, садитесь, пожалуйста. Здравствуйте. Как-то нас, конечно, больше. Сегодня у нас выходной день в республике. Часть коллег работает, часть дома. Дистанционно. Спасибо огромное. Это коллеги, это мои коллеги, которые отвечают за обращение жителей. Вот если взять Центр управления Республики Башкортостан на 3 части разделить, вы были сейчас в этой части, в экономическом обосновании.
Центр социальных коммуникаций и блок информационный – это мы. В основе информационные системы и там, и здесь, и этажом ниже все информационные системы, которые разработали в основном коллеги за вашей спиной министр цифрового развития госуправления Геннадий Валентинович Разумикин. Это их наработки. Все системы, кроме верхних две федеральные, это все наши наработки. Касаются они всех сторон жизни буквально. Если говорить про жалобы жителей, это федеральная система у нас, называется инцидент-менеджмент, система, которая регистрирует жалобы жителей в соцсетях. Очень все четко, продумано, и что важно, позволяет, помимо того, что здесь за каждым разделом номер инцидента, любой инцидент нажать, у него свой индивидуальный номер, и он затем никуда не теряется, в зависимости от степени проработки, он находится на том или ином шаге. И самая простая аналитика здесь позволяет выгружать следующее. Любой период. Какой вас интересует? Что набрать? Вот у нас здесь с 5 по 11, пусть будет за последнюю неделю, предположим. Вот что тревожило жителей Республики Башкортостан за это время. Можно посмотреть. Здравоохранение, ЖКХ, коронавирус, благоустройство и так далее. Ради Фаритович у нас запрашивают постоянно эти сведения, мы готовим отчеты, так же, как и Андрей Геннадьевич и коллеги. Если говорить про информационные системы, Геннадий Валентинович, я вам предоставлю, пожалуйста, это наработки наших коллег, если так коротко, мы вам в зале покажем более подробно. Да, уважаемый Андрей Геннадьевич, уважаемый Ради Фаритович, уважаемые гости. Вот сейчас на экране выведена эта информационная система Центра управления республикой. Основная задача ее – это собирать информацию из ведомственных информационных систем и в каком-то понятном виде доводить до руководства, до сотрудников Центра управления республикой. У нас есть мониторинг бюджетной стройки, у нас есть мониторинг содержания автомобильных дорог, достаточно большой блок по сельскому хозяйству. Это тоже коллеги из Министерства сельского хозяйства работают в своей операционной системе, куда у них подключены все сельхозпроизводители. И, например, если зайти, там, коллеги в муниципалитетах сельхозпроизводителей загружают в рабочий кабинет данные, соответственно, у нас есть возможность видеть, там, например, производство молока, это в данном случае внешнеэкономическая деятельность. Тоже достаточно большой блок, и все это мы видим благодаря тому, что именно Минсельхоз работает именно в своей ведомственной системе, куда все подключены. Предлагаю вам подойти к нашей рынде, и у нас есть традиция. Когда гости приходят. Когда хорошее движение вперед, когда день рождения наши, потому что это тоже важно, человеческий фактор, это всегда самое важное. Мы бьем рынду, и прошу вас тоже, в честь вашего визита к нам в Республику Башкортостан. Если вы сейчас ударите в рынду, значит, вы обязаны каждый год приезжать в рынду. Нашей башкирско-казахской дружбы. Спасибо. Как его? Семейство? Да. Знаете, с первый раз в жизни в рынду бьете? Первый раз. Теперь точно вы к нам должны приезжать чаще. Добрый день, уважаемый Бахыт Турлаханович, уважаемый Галина Жмединович и уважаемые коллеги и наши дорогие гости. Я сердечно приветствую вас в Башкортостане. Спасибо, что приняли наше приглашение и приехали на праздничное мероприятие, посвященное Дню нашей республики. Я хотел еще раз поблагодарить вас за теплый прием нашей делегации в Нур-Султане. Мы по-настоящему чувствовали себя там как дома. Подчеркну, Казахстан является одним из приоритетов в сфере внешнеэкономических связей Башкортостана. На самом высоком уровне развивается сотрудничество в области экономики, науки, образования, культуры, гуманитарной сфере. И я очень рад, что тесные контакты с нашими партнерами из Казахстана стали доброй традицией. Встречи всегда проходят в неизменно дружеской атмосфере. У нас большая повестка совместной работы, о которой я говорил еще на официальных встречах в Казахстане. И будем теперь работать над реализацией наших договоренностей. Прежде всего, имею в виду организацию поставок промышленного оборудования, продукции сельского хозяйства, пищевой промышленности, сельхозтехники, создание совместных высокотехнологических производств, развитие логистических центров. И я уверен, что все у нас получится. Спасибо большое, Ради Фаритович. Действительно, как говорится, не успела еще пыль улечься после вашего такого визита. И визит действительно впечатлил. Будем работать, Ради Фаритович. Конкретные поручения есть от руководства страны, от правительства. Наше Министерство торговли и интеграции как раз создано для того, чтобы развивать и кооперацию, промышленную кооперацию, торговую интеграцию не только между странами, но и между
конкретными регионами и бизнес-структурами. Поэтому будем воплощать все ваши поставленные вами задачи. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я предлагаю построить работу таким образом. Мы находимся в Центре управления регионом. У нас есть 2 небольших ролика, а потом мы хотели предоставить слово министру цифрового развития республики и после этого обсудить направление сотрудничества Казахстана и Башкортостана. И слово предоставим Муратову Рустему Хамитовичу. Поэтому, пожалуйста, давайте ролики посмотрим. Спасибо большое. Пожалуйста, слово предоставляется министру цифрового развития и госуправления республики Разумикину Геннадию Валентиновичу. Пожалуйста. Уважаемый Ради Фаридович, уважаемый Андрей Геннадьевич, уважаемые гости, многое из того, что хотел сейчас рассказать, я рассказал уже там, скажем так, у нас в социальном блоке. Если коротко, то, конечно же, основная задача нашего министерства – это внедрение в деятельность наших органов исполнительной власти различных цифровых платформ. Это нам позволяет и оптимизировать их деятельность, скажем так, улучшать. И помимо этого, это позволяет нам собирать здесь, в Центре управления республикой, всю информацию оперативную, которая нам нужна, интересна и так далее. Если можно, выведите, пожалуйста, дашборды. Помимо того, что я успел показать в социальном блоке, у нас еще достаточно большой, очень экономический блок. То есть здесь мы получаем и какие-то макропоказатели из Росстата, наши сотрудники какую-то информацию вводят. У нас очень большой блок, связанный с здравоохранением. Наше Министерство здравоохранения республики работает в своей информационной системе, поэтому мы буквально все данные о загруженности больниц, о заболеваемости и прочем мы можем, соответственно, видеть здесь в ЦУРе фактически онлайн. Допустим, посмотрим социальная сфера, социальная чуть ниже. И, соответственно, давайте, к примеру, посмотрим демография. Это у нас государственная семейная политика, если не ошибаюсь, справа вверху. Данные мы получаем из информационной системы, которой работает наше Министерство труда и социальной защиты. Соответственно, оперативная, очень наглядная обстановка. То есть, что мы видим? Соответственно, видим и средний возраст населения, текущая демографическая нагрузка, суммарный коэффициент рождаемости. Мы видим, что он у нас вырос, фактов прерывания беременности у нас, мы видим, уменьшилось. Соответственно, видим демографическую пирамиду, то есть по женщинам, мужчинам, какой у нас возрастной состав в республике. Соответственно, видим динамику по годам, по бракам и разводам. Мы видим, что в этом году у нас число браков также, как обычно, превышает число разводов, это в середине. Далее, численность женского населения, тоже видим, что у нас немного убавляется, но, тем не менее, картина понятная. И, соответственно, количество родившихся. И если можно, разверните, пожалуйста, демография районов РБ с начала года в тысячах человек. Его разверните на весь экран. Это очень тоже наглядная вещь. Здесь по горизонтали это, соответственно, миграционный прирост населения. По вертикали это, соответственно, у нас рождаемость. Здесь мы видим, что у нас, конечно, Уфа, Уфимский район, они у нас здесь объединены, они по именно миграционному приросту у нас занимают лидерство, скажем так, в Башкортостане, то есть серьезно растут, но именно за счет миграции населения. А среди, если говорить, муниципалитетов, где естественная рождаемость, то у нас, видите, Ради Фаридович, традиционно Брузян, где у нас всегда очень высокая рождаемость, Сибай, Баймак и так далее. И, то есть, когда я говорю, что главная задача информационной системы Центра управления республикой – это
именно вот такая наглядная, понятная информация по ситуации в республике. Ну вот, мне кажется, этот дашборд неплохо характеризует. Центр управления Республикой Башкортостан – это настоящий пульт управления республикой. Единое информационное пространство министерств и ведомств. Мониторинг региональных аспектов экономики и производства. Аналитика инвестиционных процессов. Хозяйственной и трудовой деятельности региона в режиме реального времени. Контроль и оперативное реагирование. Повышение эффективности развития региона. Центр управления республикой. Опыт регионов. Разработка Башкортостана. Спасибо большое. Значит, Бахет Турлыханович, мы готовы, если это интересно, обмениться, потому что мы, когда в Казахстане были, ваш опыт мы тоже взяли, сейчас его изучаем по поводу QR-кодов, которые у вас есть. Поэтому у вас тоже очень динамичная команда работает в вашем ЦУРе, мы посмотрели очень... У нас, кстати, посмотрели некоторые там чисто организационно даже некоторые вещи мы хотим реализовать у себя здесь. Вот у нас соседнее помещение есть, еще одно помещение, где мы вот аналогично вашему ЦУРу хотим сделать. Спасибо большое, Геннадий Валентинович. О направлениях сотрудничества Республики Башкортостан с Республикой Казахстан. Первый заместитель премьер-министра Муратов Рустем Хамитович. Пожалуйста. Уважаемый Ради Фаритович, уважаемые коллеги, добрый день. Мы планируем реализовать меры по увеличению взаимных поставок, сотрудничать в сфере сельского хозяйства, промышленности, энергетики, инноваций, новых технологий, транспорта, конечно же, туризма, а также культурно-гуманитарной области. Для укрепления делового партнерства мы планируем организовать совместные авиапрограммы между Уфой и Алма-Аты и Нур-Султаном. Данный рейс планируем запустить к началу следующего года. Здесь уже ведется взаимодействие с Росавиацией, как вчера Ради Фаритович говорил, что все стартовые шаги уже сделаны. Широкая деятельность запланирована по линии культурного сотрудничества, сотрудничества творческих коллективов, организации выставки «Наследие Великой Степи» в городе Уфа, а также выставки башкирских национальных костюмов и предметов национальной утвари в Доме дружбы народов в городе Нур-Султан. Здесь, конечно же, у нас отдельный блок есть сотрудничество между рестораторами, ательерами, торговыми сетями, обмен опытом в том сервисе, который, на наш взгляд, в Республике Казахстан точно следует нам на него обратить внимание. Спасибо большое. О направлениях сотрудничества Республики Казахстан с Республикой Башкортостан. Аким Западно-Казахстанской области Республики Казахстан Искалиев Гали Нажмединович. Пожалуйста, Гали Нажмединович. Добрый день, уважаемый Ради Фаритович, уважаемые башкортостанцы. С праздником вас в первую очередь. Мы приехали, со мной 12 предпринимателей приехало. Хотелось бы, чтобы они контакты наладили. Это какие-то наши текущие вопросы по сельскому хозяйству, по машиностроению, по очистке стоков. Мы хотели бы плодотворно провести сегодня и завтра половину дня. По перспективным, конечно, это более такой долгосрочный проект. Это все-таки связано, наверное, с газом и с переработкой газа. У нас в регионе сейчас 19 миллиардов кубов газа мы добываем. Через 5-6 лет уже 26 миллиардов будет. То есть есть потребность его более глубокой переработки, конечно. Река Урал меня интересует в первую очередь тоже. Я вот две цели, честно говоря, река Урал. Поздравить в первую очередь, когда глава республики приглашает, нет шансов отказаться. Второе – это река Урал, тоже также проблема общая. Хотел бы посмотреть, как, если есть, как у вас формируется сбор снега, да, в Урал, чтобы увеличить объем воды. По гидротехническим сооружениям, конечно, пообсуждать, там, как лесозащитное насаждение, как вы выстроили программу. Я сейчас летел на вертолете от границы, видел, как грамотно сельское хозяйство использует лесополосы. Очень интересно. Ну и то, что Башкирия просто обязана через Западно-Казахстанскую область начинать все проекты, я считаю, что это очень важно. Очень интересно и очень приятно, что вы уже приступили к реальным каким-то шагам. Сейчас, вот, я так понимаю, финансово-экономическое, да, или техническое какое-то экономическое обоснование будет готовиться. Хотелось бы, чтобы нас тоже подключили к этой работе. Нам это интересно. Спасибо. Спасибо.
Уважаемый Галина Жмеденович, мы, безусловно, с вами намерены работать. Спасибо за ту активность и деятельность, которую вы проявляете. И мне кажется, уже наши коллеги, представители бизнеса уже начали между собой общение и взаимодействие. Мы, безусловно, предлагаю продлить день, какой-то период, когда мы с нашей делегацией уже приедем к вам в Уральск. И мне кажется, нам тоже было бы тоже интересно уже на месте посмотреть. Такой визит будем готовить. Уважаемые коллеги, у нас переходим к следующей части нашей работы. Это подписание ряда соглашений. Пожалуйста, коллеги. Дамы и господа, начинается церемония подписания документов о сотрудничестве между Республикой Казахстан и Республикой Башкортостан Российской Федерации. К подписанию приглашаются премьер-министр правительства Республики Башкортостан Российской Федерации Назаров Андрей Геннадьевич и министр торговли и интеграции Республики Казахстан Султанов Бахыт Турлыханович. Подписывается дорожная карта по развитию сотрудничества между Республикой Казахстан и правительством Республики Башкортостан Российской Федерации на 2022-2024 годы. Соглашение подписано. К подписанию приглашаются премьер-министр правительства Республики Башкортостан Российской Федерации Назаров Андрей Геннадьевич, министр торговли и интеграции Республики Казахстан Султанов Бахыт Турлыханович и аким Западно-Казахстанской области Республики Казахстан Искалиев Гали Нажмеденович. Подписывается меморандум между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан, акиматом Западно-Казахстанской области Республики Казахстан и правительством Республики Башкортостан Российской Федерации о взаимопонимании в области создания и развития центров торгово-экономического сотрудничества с Республикой Башкортостан. Соглашение подписано. К подписанию приглашаются исполняющий обязанности главы администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Газизов Рустем Фаритович и аким города Уральска Западно-Казахстанской области Республики Казахстан Шиныбеков Абат Абаевич. Подписывается дорожная карта между городами Уральск и Стерлитамак по итогам визита делегации Западно-Казахстанской области в Республику Башкортостан. Соглашение подписано. Дамы и господа, церемония подписания закончена. Уважаемые коллеги, мы действительно с вами обсудили ряд вопросов, связанных с развитием сотрудничества Республики Казахстан. Я хотел поблагодарить, прежде всего, конечно, официальную делегацию, которая к нам прибыла оперативно. Бахыт Турлыханович, Галина Жмеденович, огромное спасибо за проявленную инициативу и за то, что приехали именно в очень важный, любимый день для башкортостанцев. Сегодня День Республики, поэтому за это мы вас тоже очень сильно благодарим. У нас впереди еще определенная программа. Но я хочу сказать, что вот так быстро, оперативно, если мы будем действовать, мы действительно обречены на успех. Я коллег своих хочу поблагодарить, быстро и эффективно работаем. Поэтому еще раз мы рассматриваем Казахстан как наш один из потенциально сильных партнеров, потому что вот если посмотреть даже товарооборот, в принципе, Казахстан в структуре нашего товарооборота среди стран СНГ занимает, по сути, первое место. То есть он не маленький товарооборот, но потенциал гораздо больше, чем в настоящее время существует. Поэтому нам немного удачи, нам активно всем работы, и все у нас получится. Спасибо большое. Радик Фаритович, позвольте спросить наших гостей мнение-то, извините, здравствуйте. Как вам визит в наш ЦУР? Ну, шикарно. Мне все понравилось. И я думаю, что есть чему поучиться, есть чем делиться. И надо вот совмещать такие успехи. Ну, мы готовы у вас учиться. Да. Спасибо. Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова и официальной делегации из Республики Казахстан по городу Уфе.
запланированы еще ряд праздничных мероприятий ко Дню Республики Башкортостан. Одно из них – запуск фирменного поезда «Алга-Башкортостан» в московском метрополитене. На связи по телемосту столица нашей страны. Хайрлы күн, хурматлы кунактар, кадерлы достар. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. Мы приветствуем вас на торжественной церемонии запуска поезда московского метрополитена «Алга-Башкортостан». Такое символичное название не случайно. Поезд стилизован под национальный колорит Башкортостана и посвящен 450-летию города Уфы. Все это стало возможным благодаря совместной слаженной работе Республики Башкортостан и города Москвы. Внимание на экран. Мы начинаем церемонию запуска поезда в прямом эфире. Для приветственного слова приглашается глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Уважаемые москвичи, дорогие друзья, сегодня у нас в республике самый главный праздник – День Республики, и мы получаем такой замечательный подарок – вот этот замечательный поезд «Алга-Башкортостан». Я сердечно признателен мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину и коллективу метрополитена за поддержку этой инициативы. Нам это очень важно. Я считаю, что этот поезд также и дань уважения тысячам наших уроженцев, наших земляков, которые строили московское метро. Кстати, они строили основные шахты именно ветки «Сокол-Красные ворота». И этот поезд как раз там ездить и будет. Поэтому это огромное, подчеркиваю, дань уважения. Мы постарались, чтобы поезд нес в себе информацию о нашей природе, культуре, обычаях, экономике, обо всем о Башкортостане. И я верю, что благодаря этому поезду, во-первых, москвичи и гости столицы лучше узнают о Башкортостане. Может быть, кто-то, внимательно присмотревшись, следующий свой отпуск выберет нашу республику, а может, кто-то к нам вообще переедет жить и работать. Спасибо большое и вперед! Спасибо, уважаемый Ради Фаритович. Приветственное слово предоставляется заместителю начальника московского метрополитена Темниковой Юлии Юрьевне. Добрый день, уважаемый Ради Фаритович. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего хочу вас поздравить с этим замечательным праздником, с вашим днем. Мы, в свою очередь, приветствуем вас на инфраструктуре московского метрополитена. Мы рады запуску этого поезда. Уверены, что пассажиры оценят его, обрадуются ему, ну и, безусловно, узнают о всех особенностях республики. Поздравляю. Спасибо, Юлия Юрьевна. Слово предоставляется Тимуру Рафисовичу Мухаметьянову. Уважаемый Ради Фаритович, уважаемые коллеги, в соответствии с договоренностями руководства Республики Башкортостан и Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города Москвы сегодня запускается и забрендован под национальную стилистику Республики Башкортостан поезд из 10 вагонов, которые посвящены истории, культуре, промышленности, экономике, туризму и природе Республики Башкортостан. Именно благодаря этому поезду жители и гости столицы смогут дополнительно иметь возможность познакомиться с историей и достопримечательностями нашей республики. Уважаемый Ради Фаритович, уверен, что запуск этого поезда позволит дополнительно пригласить в нашу республику гостей с столицы нашей страны. Спасибо, Тимур Рафисович. Ну что ж, поезд к отправлению готов. Разрешите пригласить вас, Ради Фаритович, для торжественного запуска. Запуск поезда разрешаю. Ну что ж, дорогие друзья, запуск поезда состоялся. Спасибо, уважаемый Ради Фаритович. Прошу прощения. Сегодня 3 года, как состоялось то славноизвестное назначение ваше в Республике Башкортостан. 3 года дома? Не думал об этом. Ну ведь так же. 11 октября. Да, вот сегодня 3 года, да. Когда... Ну и вот за 3 года как? Дома? Дома, но времена-то непростые пришлись. И в целом, ну, мне лично самому не стыдно за это. Я, наверное, где-то ошибался, где-то, может быть, я ошибался, где-то, может быть, чего-то не сделал. Но все, что я старался, что я говорил, я старался делать. Вот. И мне там не стыдно людям в глаза смотреть.
Рады тому, что вы здесь. Спасибо и удачи вам. Спасибо.